Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Впервые большая группа школьников из Ямиконского района приняла участие в инновационном фестивале детско-юношеского творчества «100 городов России», который проходил по всей стране, а гала-концерт в Севастополе. Талантливые дети не только из центральных, но и из самых отдаленных регионов страны получили возможность выступить на разных площадках фестиваля. Кого собирает фестиваль, как он проходит, что показали на фестивале якутские школьники. Об этом поговорим с нашим гостем. Это общественница, руководитель экологического лагеря «Эндемик» Маргарита Осипова. Маргарита Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Гала-концерт инновационного фестиваля «100 городов России» проводится в Севастополе уже 11-й раз прошел. Расскажите, что это за фестиваль, где он проходится, какие дети могут принимать в этом фестивале участие и что это им дает? Но 11-й фестиваль является всероссийским. Да? Региональных отделениях проводится по регионам. Вот здесь написано 100 городов, значит, во многих городах России проводятся такие региональные сначала конкурсы, в которых отбираются талантливые дети, и уже лауреаты, они приезжают в Севастополь и выступают в гала-концерте. Почему этот фестиваль назвали инновационным? Да? Потому что здесь не только гала-концерт, здесь идет общение. У нас были круглые столы с молодежными объединениями, у нас были встречи со школьниками. Мы организовали сами концерт, нам дали площадку на 40 минут, и вот Якутия организовала концерт для жителей Севастополя. Ну а как выбираться? В данном случае у нас впервые Якутия попала вот на данный фестиваль. Но получилось таким образом. Мы в Ямиконском районе начали проводить совместно, вот моя региональная общественная организация «Эндемик» и Тамторская средняя школа имени Заболотского. Мы организовали фестиваль-конкурс, научно-образовательный фестиваль-конкурс «Мир науки на полюсе холода», куда собрались дети со всего нашего улуса Ямиконского. Ну, приехали еще дети из Момского улуса, по-моему, были, и с Магадана были даже. Вот. И мы пригласили в качестве жюри вообще наши из Москвы, это президент Национального союза некоммерческих организаций Агистов Анатолий Михайлович приезжал. С ним приезжала журналистка, телеведущая Медиамитрикс, это «Кому на Руси жить хорошо», Ирина Александровна Некрасова. Были представители ФАДАН, это Федеральное агентство по делам национальности. И вот как раз они, побывав у нас на этом фестивале, выбрали, вначале это был «Мир науки на полюсе холода», они выбрали детей для выступления в школе туризма России. Это 5 человек, потому что дети защитили проект «Полюс холода объединяет молодежь». И вот этот проект у них выиграл, и 5 детей, которые работали над этим проектом, были у нас приглашены в школу туризма. Тоже проходил, кстати, в Севастополе. Вот, дети поехали бесплатно, полностью было оплачено это все. И там дети также выиграли, рассказали о своем проекте, очень сильно заинтересовались. И вот этот проект мы решили претворить в жизнь. Что за проект? Расскажите подробнее. Это проект у них как бы туристический проект, называется «Полюс холода объединяет молодежь». Ну, это как бы мы назвали его фестиваль с международным участием. Он у нас прошел, потому что мы этот проект претворили в жизнь, и в конце февраля, в начале марта этот фестиваль был запущен. Он был запущен, у нас оно строилось так, значит, приезжают, прилетают в Якутск, мы работаем совместно со школой номер 17 города Якутска, там открытие, дальше едем уже в Ямикон, а вы знаете, когда едете в Ямикон, нужно проехать 4 улуса. Вот Нижнебестяхская средняя школа номер 2, с которым мы тоже тесно работаем, они радушно приняли, дальше мы поехали в Татту, Хандагу, Чурапчу, дальше в Хандугу и попадаем уже в Тамтор. И вот таким образом вся вереница, которая приехала, с нами вот так вот доезжает до Тамтора, а в Тамторе уже началось полностью
весь фестиваль, на котором были организованы и выставки научно-исследовательских работ, там были и творческие конкурсы, и индивидуальная защита научно-исследовательских работ, там были круглые столы для учителей, для родителей и так далее. Но первый конкурс у нас прошел, конечно, на очень большом, хорошем уровне. Но ожидалось больше гостей, но из-за наших метеоусловий у нас получилось, что меньше. Но все равно человек 200 с лишним мы собрали. Приехали вот тогда тоже представители Национального союза некоммерческих организаций, приехал президент Всероссийской малой академии наук Юрий Ляшко, приехали вот представители Федерального агентства по делам народности, вот, и приехала, значит, актриса Санкт-Петербургского театра и кино Елена Гусева, вот, вот они все у нас были в жюри, где-то в качестве. Еще приехали, значит, представители регионального отделения программы «Шаг в будущее» Челябинской области. И с нами на связи все время была Турция. Это Академия туризма в Анталии. В общем, интерес был довольно-таки очень серьезный и большой. Очень серьезный, большой. И вот как раз на этом фестивале «Полюс холода» объединяет молодежь. Вот этих детей выбрали для участия на гала-концертах, потому что они стали Ну вот что касается гала-концертов в Севастополе, расскажите, пожалуйста, с чем туда приехали дети, какие мастер-классы показали, чем удивляли зрителей и участников фестиваля? Да, удивили мы участников фестиваля сильно, можно сказать, потому что Севастополь, хотя, когда мы приехали, нам сказали, что мы привезли очень большой холод, у них такие температуры, сказали, бывают только в декабре месяце, но встретили они нас очень тепло, очень радушно, потому что Якутия впервые представлялась вот на этом фестивале, и еще и «Полюс холода» сам, да, все дети были, 28 детей из «Полюса холода», они приехали, значит, были и сольные вокалисты у нас были, игра на хомусе, виртуоза хомусиста у нас была, фольклорный ансамбль хомусистов из села Аймикон, это 14 девушек и юношей играли одновременно на хомусе. Вот. И танцевальный коллектив, народный танцевальный коллектив поселка Уснера «Золотинка». У нас, конечно, самобытность, традиции наши, это все их как-то удивляло, восхищало. Игра на хомусе сразу завоевала, конечно, огромную аудиторию, и уже за нами ходили, можно сказать, по Севастополю, и где бы мы ни выступали, а было площадок много. Я говорю, что это инновационно. Мы выступали и в школе, мы должны были выступить в детдоме, но нам отдали площадку огромную, и все, кто хотел, они могли прийти посмотреть на нас. Вот. Что касается работы вашей в Ямиконском улусе, я знаю, что в том числе идет очень плодотворная работа с детьми-инвалидами. Расскажите об этом. Да, но вот этот фестиваль еще, хочу повториться, здесь участвовали дети-инвалиды. Ну и с нашей стороны были отобраны дети, которые имеют инвалидность. Вот. И что у них тоже интересно было, очень хорошо поставлена работа вот именно с такими детьми с ограниченными возможностями. Да. И они на гала-концерте вместе с нами выступали. И хочу отметить, там мальчик был, у меня прямо из головы он не выходит, он на инвалидном кресле читал свои стихи. Прямо до слез. Вот вроде бы человек заикается, у него такие нарушения были, дефекты. И, слушаешь прямо с заворожением. И, конечно, вот такие вот работы именно с детьми-инвалидами, она обязательно нужна. Но я в своей работе могу сказать, да, я вот занимаюсь с 2007 года вообще исследовательской работой с детьми, и мы, конечно, исследовательская работа, она должна идти постепенно. А когда нам работать? Это летнее время. Так как я сама химик-биолог, и в летнее время я организовывала такие научно-исследовательские лагеря. Лагерь «Эндемик» у меня с 2007 года. А какие исследования проводят дети? Дети, они собирают растения. Потом, когда находятся дети, как
так сказать, на природе, да, это не только сбор растений, вот надо знать методику, как их собирать. Есть отдельная методика по мхам, есть отдельная методика по лишайникам, отдельная методика по водорослям и так далее. А тут еще нужно посмотреть, почему они именно здесь растут, а не в другом месте, да, какова там почва, то есть состав почвы надо разобрать, какая температура вообще. Некоторые растения, ну, вы знаете, амикон — это удивительный природный у нас там контраст, там у нас и наледи, да, и тарены, и теплые источники, вот, и то есть и с физической стороны можно. Мы там же, вот в лагере у нас было несколько направлений. Это и информационные технологии, кстати, мы там снимали кино. Первый раз у нас лагерь базировался на участке Кубима, а вы знаете, у нас проходит Колымская трасса, да, и вот как раз участок Кубима являлся лагерем. Вот. И есть там заброшенные дома и так далее. То есть с исторической стороны это тоже надо было изучать. Они вот как раз мы успели проинтервьюировать оставшихся жителей. Вот, и на этом вот история у нас была гуманитарная, потом биологическое, химическое, физическое направление. Для того, чтобы обучить методикам этим, я приглашаю специально ученых. Вот первые ученые — это из ВФУ Ахлопкова Жанна Михайловна приезжала. Это кандидат биологических наук, и Надежда Михайловна Тарасова, кандидат педагогических наук, физик-математик. Вот. Они занимались вот только двое, а было всего 8 детей. Вот, кстати, вот эти 8 детей, они уже у меня выпустились, и что отрадно, именно по тем направлениям, по которым они работали у нас в лагере, они выбрали свои специальности, сейчас они уже закончили и вернулись обратно и работают у нас уже в Амиконском районе. И многие вот так вот возвращаются. Ну, и завершая нашу беседу, вот такой вопрос. Одно слово «наука» ребенка, в принципе, в юном возрасте уже пугает и отталкивает. Какие советы можно дать родителям, может быть, юным нашим зрителям, как завлечь их именно научно-исследовательской деятельностью? Научно-исследовательская работа, она начинается уже у ребенка, можно сказать, совсем маленького возраста, когда он начинает почемукать, да? И вот когда правильно подвести ребенка, почему это так, вот, ребенок начинает задумываться. Здесь, конечно, огромная роль родителей. Я хочу поблагодарить родителей, потому что они поддерживают своих детей. И только благодаря родителям сейчас вот в наше время возможна работа, вот такая научно-исследовательская работа. И то, что дети могут выходить на такие, ездить на такие фестивали, ездить на международные конференции. А в этом году у нас на международной конференции выступало 2 детей. Одна девочка в июле выступала в Китае. Это международный научно-образовательный конкурс Макао. И вот я хочу сказать, что огромное спасибо родителям, огромное спасибо всем тем, кто нас поддерживает. И наукой, конечно, надо заниматься, потому что сейчас вся образовательная система поставлена на это. Ну и вообще жизнь — это исследование. Маргарита Федоровна, я благодарю вас за беседу. Успехов вам в вашей нелегкой работе, а вашим воспитанникам новых достижений. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была общественница, руководитель экологического лагеря «Эндемик» Маргарита Осипова. До встречи в эфире.